В советский период в Абхазии успешно проводило свою работу Управление кинофикации при Совете министров Абхазской ССР. Кино демонстрировалось в помещениях клубов, читальнях, в актовых залах. Это были разъездные бригады с фильмами, записанными на бобины. Кинопоказ совершался в городах и селах. Вечерами на улице развешивали простыни или белое полотно, ставили стулья, образовывая зрительные ряды. Значительно позже для этого стали строить специальные здания – кинотеатры. На год раньше, чем кинотеатр Сухуми, стали строить кинотеатр Руставели в 1939 году. Городской летний звуковой кинотеатр начали строить 11 июня на участке, прилегающем к скверу имени Руставели по улице Энгельса. Пропускная способность кинотеатра была рассчитана на 600 человек за сеанс. Летом 1952 года была осуществлена коренная реконструкция кинотеатра имени Руставели, в результате чего кинотеатр преобразился, стал одним из образцовых зрелищных предприятий города. Дорогие телезрители, мы стоим здесь с архитектором Лидией Данелия у кинотеатра Руставели, который все старые сухумчане хорошо знают, так как это был один из посещаемых кинотеатров Сухума, построенный в 1939 году. Лида, можно не разбираться совершенно в архитектуре, но понимать, что перед нами образец классики. Расскажите нам, как он запроектирован. Рассматривая это здание, мы можем сказать, что сразу по объему, массивности, прямоугольность таких форм, присутствие различных элементов классики, мы можем сказать, что это эпоха сталинского ампира. Здание построено очень просто, объем здания прямоугольный, общим выступом ризолитом, который выступает на всю высоту здания вперед. И этот ризолит имеет два угловых маленьких ризолита. Ризолит – это означает выступ. Ризолит использовали в разные эпохи строительства, в разных стилях. Это выступ имеет только композиционное значение. Этим выступом украшали пластику фасада. Но в данном случае это ризолит не центральный, а боковые два ризолита. Боковые два ризолита, да. Существует несколько видов ризолита. Это бывают средние, боковые, центральные, такие да. Несколько видов. Мы здесь, на главном фасаде видим характерную для монументального классицизма стоечно-балочную систему. Ордерная система применена на главном фасаде. Из чего состоит ордерная система? Это фриз, то есть антаблемент, колонны, база. Антаблемент состоит из венчающего карниза, фриза, пояса и архитрава. Дальше идет колонна, ствол колонны, база колонны и постамент. Постаментом является площадка, которую мы видим у входа. Да, фриз. Он так вытянут по фасаду, фриз. Да. И на нем какие-то интересные декоративные украшения. Да. Это есть ложная аркатура с применением там всяких декоративных элементов. Это гирьки там просматривают. Раз мы говорим уже об этой ложной аркатуре, у меня к вам такой вопрос, Лида. Все газеты Советская Абхазия того периода, 39-40 годы, писала, что здание построено в национальном грузинском стиле. Вот вы как архитектор,
Что имелось в виду, что здесь национально-грузинского вы бы выделили как архитектор? Я Вот эта ложная аркатура может быть образцом грузинского зодчества? часто применяемая в Грузии, может, в нашем пространстве вот элементы архитектуры, они считались вот как нашими, наверное, вот люди применяли, ну, проектировщики применяли это часто. И вот единственное, что я хочу сказать, ну, грузинским я не могу назвать, потому что здесь присутствуют вот эти гирьки, которые они были в античности даже. И вот, может, характерный образ – это наш, потому что в других местах классицизм строятся здания в этом стиле, но они отличаются от наших местных. А наши здания здесь, вот в нашем регионе, они соответствуют климату, местности, природе и так далее. Они более компактные, они не такие мощные, как вот везде в России, там, например, а, здания эпохи монументального классицизма. Все-таки вот эти элементы античности, они не могут принадлежать никакому народу. Это стиль. Да, это стиль, который пришел еще с античных времен. И просто мы применяли, видоизменяли, стилизировали. И в каждой стране по-своему проектировщики работают в соответствии с окружающим обществом, природой. Вот эти вот архитектурные обломы, которые, они все тоже вот из античности. Ствол колонны выполнен тоже вот очень изящным. Главное построение здесь присутствует колонны. Значит, колонна снизу расширяется, вот геометрическое построение таково, значит, сверху уменьшается оно. И вот имеет свою базу небольшую и постамент. Делая выводы из вот этого маленького нашего разговора, можно сказать, что за основу берется классицизм, Классицизм. но обязательно накладывается какой-то свой собственный стиль. Стиль, да, собственно. Немножко все стилизуется, упрощается и превращается в такой чисто местный архитектурный стиль. Я Да, правильно? местный, да, в котором вот все вот строения, когда вот архитектор проектирует, он как-то смотрит на стиль города и вот как-то повторяют какие-то элементы, ну, чтобы не здание отличалось, чтобы резко не отличалось от других. Вот. Ну, единый стиль в городе должен быть. Я думаю, мы сегодня удивим многих сухумчан, если скажем, что кинотеатр Руставели все-таки был задуман как летний кинотеатр. И он был совершенно открыт с левой стороны и с правой стороны. Здесь стояла аркада колонн, то есть он продувался с двух сторон ветрами, так сказать. И только в 1952 году была реконструкция такая капитальная, и кинотеатр был изменен. Лида, расскажите нам, как архитектор, это была очень смелая задумка взять и закрыть его. Да, вместо бывшей аркады здесь уже появилась рельефная аркада. Вот, обычно выступающие колонны бывают полуколонны, а здесь вот даже 3/4 выступают. Они немножко эстетично не соответствуют пластике стены как-то. Сразу видно, что стена заложена. Можно было в другом духе заложить, но ну, то, что есть, тоже неплохо смотрится, потому что, может, функциональное назначение этого здания уже поменялось, и нецелесообразно было уже открытые пространства делать летнего кинотеатра. Очень красивая стена с выступающими этими колоннами. Видно, что здесь каримские ну, колонны с каримской капителью. Тоже вот, как и на главном фасаде, они видоизменены, подражают каримской капители, уже более монументальные, менее пышные. Вот. И здесь карниз тоже, выступающий карниз, выполнен в виде, он не прямой, карниз очень такой с вылетом, с использованием формы архитектурного облома. Выкружка называется, вот такое построение, в геометрическом построении. Когда вот происходит изменение здания, памятника, это очень сложно, потому что здание задумано таким, и когда человек, ну, архитектор вносит другие изменения, оно уже меняет свою
формы свои, вот, достоинства, свою эстетику теряет. Ну, я хотела сказать, справедливости ради, надо сказать, что летним он был 12 лет всего лишь. Всего лишь. 12 лет, и поэтому старые сухумчане, конечно, этого уже не помнят. Потому что он маленький период просуществовал, а потом был закрыт, и уже зимний кинотеатр Руставели помнят, конечно, уже все. В Сухуми на месте старой автобусной станции на пустыре планировалось построить здание кинотеатра. В 1939 году газета «Советская Абхазия» писала: «С будущего года в Сухуми начинается строительство зимнего кинотеатра, рассчитанного на 800 мест. Вокруг театра будет разбит небольшой сквер с летним кинотеатром». Таким образом, кинотеатр Сухуми строился почти 9 лет, и только в 1948 году, 1 мая, жители Сухума получили в подарок новый замечательный кинотеатр на 400 зрителей. Позже рядом с ним стали строить помещение летнего театра. Лида, мы с вами прошли по проспекту Аяйры, подошли к кинотеатру Сухуми. Очень интересно выстроен композиционно. Что вы скажете? Здание кинотеатра Сухуми построено в соответствии, наверное, с генпланом. Очень удачное расположение здания, расположен на пересечении двух улиц, в парковой зоне, где люди могли отдохнуть после просмотра кинофильмов, отдохнуть от повседневной жизни и провести время. Также здесь удобно расположена транспортная схема. Уехать, приехать было всегда возможно в любое время. Со стороны улицы главные фасады решены симметрично. Когда мы рассматриваем стену, мы видим, что она вроде стена сплошная, но на самом деле пластика стены изменена с помощью приема раскреповки. Раскреповка – это есть зрительное восприятие методом углубления выступов каких-то элементов здания. Очень обогащает это фасад здания. Кажется, простой фасад. Если вглядеться, он очень интересный. Да. Здесь применяется рустовка, цокольная часть прямоугольного камня, которая применялась еще с древних времен. Здесь существует обилие орнаментов над входами, вокруг проемов окон, входа в здание. Существуют пилястры с использованием капителей, очень стилизованно отображающие ионическую капитель. Небольшой архитрав и вылет карнизов с использованием архитектурных обломов, формой архитектурного облома выкружка здесь. Здесь также характерны для романского стиля колонны с шарообразным капителем. Наличники – это обрамление дверного проема входа в здание со стороны улицы. Здесь мы наблюдаем обилие орнамента, декора, которые использовались обычно в романском стиле. Те детали орнамента в романском стиле, они вписывались в геометрические фигуры. Они были симметричны. Даже находясь вот в таком руинированном состоянии, эти наличники все равно Очень вызывают такое восхищение. Восхищение, да? Зрительное восприятие, очень богатство здания зданию придает оно. К сожалению, здание разрушается, и только вот граффити, которые каждый год все прибавляется и прибавляются, эти надписи, к сожалению, это здание очень заброшено. Здесь мы видим стилизованную форму оформления, художественного оформления ионической капители. Очень стилизованно показаны завитки, валюты. Закрученные такие, Закрученные, да? Это как бы означало в древности движение в жизни. Также капитель оформлена листьями аканфа. И вот мы видим жгут, тоже характерные для романского стиля элементы декора. Лида, я могу с полной уверенностью сказать, что это было одно из самых излюбленных мест сухумчан. Здесь же был сквер очень ухоженный. Но за нашей спиной тот же кинотеатр Сухуми,
и вход в летний театр. Но здесь уже архитектура совершенно другая. Скажите нам, какая? Здесь здание вообще асимметричное в плане. Вот со стороны улицы стены здания симметричные, а вот с этой стороны уже присутствует асимметрия, потому что здесь есть вход в летний театр и очень выступающие такие элементы тризолита, можно сказать. Значит, оформление стен такое же, как и со стороны вот, главного фасада. Присутствуют пилястры ионической капителью. Также присутствует здесь кладка под рустовку и парапет с использованием декоративных элементов в нишах, в филенках, в углублениях, которые присутствуют на... Ну, вообще-то парапет использовался раньше не только вот для украшения здания, оно как защитное использовалось. Верхние окончания имели такие зубчатые и иногда имели такие сквозные отверстия. Это было в целях оборонительных использовали в древние времена. Вот в романском стиле часто изображали такие элементы, проемы, потому что там ставилось оружие, и они могли стрелять с крыши домов. Как бойницы, да, в крепостях. В крепостях, да. Позже вот они начали носить декоративный характер. Они сейчас носят не только декоративную, но и защитную функцию на крышах, конечно. А от снега он может этот парапет ограждать? От снега, конечно, может. Тоже. Я думаю, да. Потому что многие очень дома имеют такие парапеты на крыше. Да. Вот мы даже не знали, с какой целью их ставят там. Ну, от снега еще уже в настоящее время делаются снегозадерживающие устройства, но они не такие эффективные, как это. Как этот старый парапет. Да. Лида, ну и вот по поводу вот этих двух маленьких домиков, в которых раньше в советское время сидели кассиры и продавали билеты в кинотеатр Сухум. Что вы скажете по архитектуре? Здесь мы видим, значит, большой вылет, характерный для романского стиля, вылет карниза и удлиненные узкие окна, которые уже, наверное, повлияло течение готического стиля. В романском стиле окна делались такие узкие, маленькие, стена была массивная, а здесь уже узкое, изящное, высокое окно. Это есть неороманский стиль. Здесь мы также видим балюстрада такая вот с этой стороны, балюстрада у входа. Тоже характерные элементы, уже видоизмененные. Балюстрада устраивалась тоже не только на фасадах, на крышах домов, но и на мосту, и на набережных, и во всех местах, где требовалась защита. Но вот эти колонны, которые стоят по центру лестницы, они очень напоминают какой-то античный храм. Вот да, эти. антично. Конечно, оформление колонны мы видим из ионических форм. Ионическая капитель считается. Ну вот мы стоим у этой стены, она мне очень нравится, Лида. Такая атмосферная стена, очень необычная, жаль, что в таком плачевном состоянии. Это был задник экрана летнего кинотеатра Сухуми. Ну, архитектурно это очень интересная постройка, Лида. В отличие от главного фасада, он в другом виде оформлен. Здесь присутствует кладка под рустовку, обрамление, обильное обрамление с очень интересными капителями. И присутствует вылет карниза, который имеет характерный для романского стиля и для многих стилей в архитектуре. Это кессонное перекрытие имеет. Здесь что-то очень интересное по поводу узора вы нам можете сказать. Что это за рисунок?
Этот рисунок, декор в виде переплетения из волнистых линий. Очень такой повторяющийся орнамент. Этот орнамент назывался гилешем. Гилеш – это переплетение волнистых линий, который изображал орнамент. Колонны очень Вот интересны. здесь аркада, ложная аркада, можно сказать, из спаренных полуколонн с капителями, очень интересно, необычным видом. Колонн было таково, сперва был создан дорический с ионическим ордером, а потом в древности. Потом, более позже, был создан Каримский орден с более пышной растительностью в капители. Со временем развитие художественное оформление капителей менялось более в лучшую сторону. Изменялись декор, там, оформление. В романском стиле в особенности начало развиваться такое. На капителях изображались такие бутоны цветов, листья, какие-то зооморфные фигуры, человека, животных и так далее. В данном случае здесь изображено, мне кажется, цветок, бутон банана, да, насколько мы видим. Там Очень похож на не распустившийся банан. Банан, да. И вот такие арочки там тоже как-то стилизованно показаны на самом декоре. Плетенка показана, тоже характерные элементы античности. Вот вроде бы такой элемент для летнего кинотеатра такой должен быть вроде бы как и воздушный, но в данном случае он очень брутальная, эта стенка, очень массивная такая. И как оказалось, на долгие годы. На долгие годы, потому что вот эти все элементы приобрели монументальный характер. Монументальность, оно есть классика, классицизм. Очень интересен парапет со стороны Аяйра. Расскажите нам о нем. На этом фасаде мы видим такой декоративный парапет, чередующимися нишами, вроде в виде филенок. Встроены декоративные элементы розетки. А все здание, плоскость этого фасада имеет какую-то ось симметрии. И симметрично над парапетом еще выступает как фриз. На фризе мы видим очень такой декор, оформление. С двух сторон парапета существует обрамленный в круг четырехлистный цветок, который имел всегда магическое значение. Значит, углы этого цветка означали вода, воздух, огонь, земля. Обрамление круга – это означало вечность.